знали, да, что она несовершеннолетняя? Давайте на месте решим. Я заплачу. Спасибо, шеф. Вы знали, что она несовершеннолетняя? Ей 17. Ну и что? Да она меня на год старше. Сізді енді өтініш қоңыз түсіріп тұрасыз ба? Неге? Сіз сұхбат беріп тұрсыз, қоңыз түсіріңізші. Сен өзің таңдау жасадың. Өзің шаршаған өмір. А для чего они? Ты чё? Те, кто шарит с руками и ногами, заберут? Да? Конечно. Мы с пацанами хотим заниматься коммерцией, зарабатывать деньги. Мог бы ты нам дать какой-нибудь товар на реализацию? Итак, у нас новый ученик. Абиев Арсен, правильно? Да, правильно. Пойдем на рынок, бухнем, дунем, потрещим. Чтобы съездить в Таиланд, было так же легко. Ай-яй-яй! Да вот как сходить в туалет. Ну вы, казахи, кайфуете. Вам желаю, чтобы ваша жена сегодня же к вам вернулась. Динара, мен сені сүйемін. Мен сені түсінбеймін. Ну какая разница, казах или француз? А я его люблю, понимаешь? Поэтому я придумала. Я тут только таскаю. Есть люди для черной работы, а есть люди для интеллектуальной работы. Да, Рустам? Да, интеллектуля. Инфектуля. Я, брат, сондай. Не болды саған? Ребят, знакомьтесь, Даня. Не подаем вида, что мы голодные. Мы красавчики. Мы гордые. А то яд булады. Племя просыпается, к сожалению, без мамонта. Ну нафиг, не буду я больше играть. Скажи, кто мафия? Я не могу, я ведущий. Возрождение степной легенды. В огне столетней войны. Меня зовут Жомарт. Я владею гостиницей, которая досталась мне от отца. Мой отец был успешным бизнесменом и ответственным человеком. В отличие от него, я безалаберный и безответственный. Сотрудникам надо выплатить зарплату за 3 месяца, иначе мы останемся без персонала. А во-вторых, от того, что нет постояльцев, мы почти банкроты. Я сегодня встречаюсь. Эта история могла случиться с любой алматинской девушкой. Но произошла она именно почему-то со мной. Однажды я, юная и беззаботная девушка, которая всегда мечтала жить в Дубае на Джумейра-Бич, попала в чемкенский плен в поселок Жугиры. Мы не вправе наказывать ученика за мужской поступок. Иначе все, чему учим детей, окажется лицемерием. Упертый ты, Арман. Өзі ақылды, өзі көрікті, шаруасына да берік, анасына тартқан. Как я это детям объясню, что правила распространяются на простых смертных, на детей Акимов нет? На протяжении всей истории человечества женщин ломает голову над тем, что же такое женское счастье. Для кого-то это новые шмотки, для кого-то Брэд Питт, а кто-то любит отдых на дорогих курортах. Но в супружеской жизни, к сожалению, не всегда бывает все гладко. Не волцан, Сабина, а? Я счастлива. Я просто очень счастлива от того, что наши дети поженятся.
Все? Тебе кажется, что ты его любишь? Не кажется. Кажется. Не кажется. Кажется. Не кажется. Кажется. Мама. Родом вы откуда? Ну, вообще наша семья из Шымкента. Рунгам. Коха, ты выйдешь за меня? Нет. Как нет? Мои братья, они будут против. Я ничего не боюсь, никого. Ну, вы как познакомились? Так, ничего особенного. Просто Гоха меня на машине сбила. Ты опять всю ночь не спал? А ты знаешь, если этот проект понравится инвестору? Да, то мы выспимся уже в нашей новой квартире. Старая тема. Ай, Билли, май, Билли. Доброе утро. Доброе утро. Был мне? Ваш палец? Этот бизнес-план принесет нам огромную прибыль. Это внутренний туризм. Внутренний туризм? Чтобы здесь я тебя больше не видел. Дети непослушные, капризные, постоянно в телефонах. К тому же не знают родного языка и культуры. Вместо лагеря в Америке отправлюсь в село. Көресің сосын нағыз өмірдің қандай екенін. Мы откроем лагерь. Мое имя Тамирис. Моих близких убили, а я осталась одна. Отец. Да, я из массагетов. Айдар! Блин, хочу бензин понюхать. Гоха, ну ты капец капризная. Хорошо, что я терпеливый. Я пишу сценарий для конкурса. Блин, Рустем, ты можешь своим творчеством где-нибудь дома заниматься? Если что, там охранные системы, все это секретно. Так что ты поаккуратнее, ладно? А кто здесь сидит? Рустем Капаров. Слушай, а в чем сценарий-то речь? Тазаблак. Подождите, это что, шутка такая, что ли? Какой еще поселок? Идите! Я говорю, здесь большого человека Акима не видел? Так это вы меня должны были встречать? Я целый час пешком шел. Меня зовут Джамарт, ваш заместитель. А этот ваш водитель Баужан. Азеки, а это правда, что вы учились в Америке и закончили Мачо-Пушский университет? Массачусетский. Мачо-Пушский. Массачусетский. Мачо-Пушский. Скоро мы станем отелем международного класса. К нам из Америки прилетает эксперт. Его зовут Адам Эмерс. Welcome to Kazakhstan. Негр. What did you say? Адам Эмерс улетел обратно в Америку. Придумал. Мы летим в Америку, находим Адама Эмерса и договариваемся с ним по-казахски. Свадебное путешествие едут только вдвоем и не берут с собой родственников. Они же нам не мешают. Они сами по себе, мы сами по себе. Вы далеко? А мы хотели с вами покататься. Вдруг мы целоваться захотим. Мой муж, оказывается, не хуже Тавыкель Муслима. Каким бизнесом вы занимаетесь? Я экспортирую чай. Это же можно с Африки. Новый член нашей команды RGN-19. А они точно справятся с такой техникой? Нерма тебе, аккумулятор шарам. Никто не вечен в этой жизни. Что с роботом? Немно. Нам нужно лететь в Корею. Иркош, ты остаешься здесь. Почему? Айслу в клинике пластической хирургии. Макпал в клинике пластической хирургии. Ты что радуешься? Иркош потерялся. Я же его в Алмате оставил. Он в Северной Корее. Онда не yapacak? Ырғатымен жатып.